Раскрывать коррупцию всегда сложно во всех странах. По словам политолога Алмаза Акматалиева, сейчас появилась определенная политическая воля. Так как на сегодняшний день сажают, ловят, привлекают к ответственности и старых чиновников, и чиновников, которые были назначены этой властью. Всю систему коррупции не осилить, так как это является социальным явлением. Для этого нужна целая программа, начиная от цифровизации, с мер судебной независимости, прозрачности и заканчивая новой кадровой политикой. Вообще борьба с коррупцией как социальным злом, это во всех странах мира это очень нелегкий процесс, потому что сам вид преступления, как коррупция, он, как правило, очень тщательно готовится, документируется, да? Это делают обычно чиновники, да? Которые знают, как это делать и так далее, и так далее. На первом этапе, когда начинают сажать явных коррупционеров, люди признаются, что они замешаны, добровольно начинают сотрудничать со следствием, выплачивать ущерб, который они нанесли по статье незаконного обогащения. Это должно продолжаться, но дальше нужны уже системные меры. Я думаю, мы в правильном направлении идем. Если вспомнить Грузию, то Саакашвили, когда у него был этап такой жесточайшей борьбы с коррупцией в Грузии, примерно такая же схема и была. То есть сажали, ловили, привлекали к ответственности. И самое главное, мы должны понимать, что это требование народа. Да? Вот на этой волне. По словам граждан, ГКМБ работают только для вида в социальных сетях. Пишут, что борются с коррупцией, но никаких доказательств нет. Также есть недовольство в отношении депутатов и в общем нынешнего правительства. Выплатил та сторона или иная сторона, пусть показывают чек. А может, это на словах идет. Что-то там денег не хватает, они говорят, вот 2 миллиарда с Раима Матраима, 50 миллионов с этого, с Джалиля Атамбаева. Еще 50 миллионов, с этого 20 миллионов с Таира Бакирова, бывшего начальника финполиции. 20 миллионов еще зам финполиции. Ну что, недовольства очень много. Те, кто занимается коррупцией, должны быть в тюрьме. Должны выплатить все, что наворовали в 10-кратном размере. Для нас же хорошо, для жителей и для Кыргызстана в целом. Как говорят эксперты, стратегическое направление, невзирая на лица и на должность, если человек замешан в коррупции, он должен быть привлечен к ответственности. Также существуют законы, направленные на предотвращение коррупции, но их исполнение очень слабое. Низкий уровень судебного преследования коррумпированных должностных лиц является еще одним фактором, который способствует коррупции в стране. Джана Манова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.